Здравствуйте, это студенческие новости СГУ. С вами Любовь Филиппова. СыктГУ принял гостей. Делегация из Ухты посетила главный корпус и познакомилась со студентами университета. Вместе с ними был наш корреспондент. Как гласит известная пословица, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. СГУ имеет множество партнеров, а особая дружба складывается с Ухтинским государственным техническим университетом. С ответным визитом в Сыктывкар прибыла делегация из УГТУ. 25 января наши студенты посетили Ухтинский университет. Теперь уже СГУ радушно встречает гостей. Мы приехали посетить СГУ также для новых впечатлений, новых знакомств, новых веселий, потому что именно эти встречи нас сплочают всех. И мы от Ухты приехали сюда просто получать впечатление и удовольствие. Цель визита не только укрепление дружеских отношений между вузами, но и создание дорожной карты. Дорожная карта, так называемый план действий, какие у нас проходят мероприятия в университете, что у нас запланировано на это полугодие. Такая же карта есть у ребят с Ухты, и наша задача объединить эти карты. Студенты СГУ подготовили насыщенную программу. По приезде в Сыктывкар первым делом ребят накормили горячим обедом. Затем прошла игра на знакомство и командообразование. В Музее истории и просвещения Коми края не обошлось без рассказа о Петериме Сорокине, в честь которого назван наш университет. Главное, что мы приехали и покушали. Потом мы познакомились с ребятами, ребята веселые, классные. Потом нас отвели в музей и рассказывали про жизнь Петерима Сорокина. Ухтинские студенты тоже подготовились к встрече. Философский клуб провел известную многим игру «Мафия», но с одним дополнительным условием. В перерывах между голосованием участники обсуждали героя преступления и наказания Разумихина. После как раз этого философского клуба будут работать 5 круглых столов. Это будет, получаться, развитие технического самоуправления Республики Коми, круглый стол про волонтерство, круглый стол про студенческие отряды и про студенческий спорт. А также будет заседание научного общества, в рамках которого будет проведена игра «Дебаты». Вечером этого же дня студенты вернулись домой. После создания дорожной карты поездки из Сыктывкара в Ухту и обратно станут традицией. Екатерина Попова, Руслан Бабкин, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. В сентябре у Республики Коми появился собственный представитель студенческого омбудсмена Артема Хромова. Им стал студент нашего университета Максим Семихов. Мы записали интервью с Максимом, мы узнали, как правильно бороться за права студентов. Максим, расскажи, пожалуйста, что вообще значит быть уполномоченным по правам студентов и кто такой Артем Хромов? Артем Хромов, это он уже уполномоченный по правам студентов, активно занимается общественной деятельностью по защите прав студентов, по рассмотрению различных жалоб от студентов, улучшению качества образования, улучшению качества питания, недопустимости повышения цен в общежитии. Я сейчас являюсь представителем в Республике Коми. Надеемся, что в ближайшее время наш штаб тоже заработает, мы наберем определенное количество людей и также будем наравне с другими регионами заниматься такой же активной деятельностью. А сейчас у тебя есть какая-то команда? Или ты один на всю республику? У меня небольшая команда. Это Мария Бойко, Елизавета Бойко и Олег Толубенский, которые в какой-то степени помогают тоже мне подбором ребят. Очень много общего для общения, тоже ребята инициативные. А вообще на каких основаниях, Максим, ты занимаешься этим? Это твоя официальная работа или можно сказать, что ты активист-волонтер? Пока активист-волонтер до полноценного набора штаба. Когда штаб уже будет полностью сформирован, будет назначение сопредседателей. То есть даже будет у тебя официальная зарплата, получается? Так. Трудовой договор, официальная зарплата. И у других участников всего этого действия? Да. Ну вообще, по каким вопросам к тебе могут обращаться студенты? Ну, у нас самый любимый вопрос – это отмена комендантского часа, которая не отменена, но мы тоже надеемся в ближайшем будущем ее отменить, но жалоб уже так как таковых нет, потому что по договоренности с комендантом она вписывает определенные списки, ребята предоставляют справки с работы, эта проблема исчезает моментально. Но вот был случай в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский университет профсоюзов, там ректор отчислил 120 ребят, вроде бы не могу сказать точную цифру, за то, что они были подписаны на паблик подслушано.
Вот, Артем этим занимался. Но когда эту проблему решили, этих ребят все равно отчислили, но уже по другой причине. В нашей республике уже много вузов сотрудничает с вашей командой? Сейчас мы сотрудничаем с нашим университетом СГУ, с Департаментом молодежной политики, с Академией госслужбы наладили отношения и с УГТУ. То есть никакими такими крупными проблемами вы пока еще не сталкивались? Республика Коми, к сожалению, нет, и у нас нет. Может быть, к счастью, а не к сожалению даже. Но когда вот мы беседовали с ректором УГТУ Николаем Денисовичем Схадай, он сказал, что это будет очень тяжело работать у нас в республике, потому что вузы достаточно престижные и проблем как таковых нет. Ни в УГТУ, ни в СГУ, ни в Академии госслужбы, ни в лесном институте. Ну, может быть, это и хорошо. Да, я думаю, даже к лучшему. Выпускники Института культуры и искусств представили свои дипломные работы. Начиная с сентября студенты разрабатывали проекты и готовились к защите. Оценить результаты их трудов удалось Ирине Аразовой. Люди, от которых в ближайшем времени будет зависеть облик городской среды Сыктывкара, республики, а возможно России, представили свои проекты на суд дипломной комиссии. Дизайнеры учатся меньше, чем магистры, но больше, чем специалисты – 5,5 лет. Поэтому уже в марте они приступают к защите диплома. В выборе темы студенты свободны. Нам просто хотелось поподробнее изучить безбарьерную среду, и поэтому мы взяли проект как раз строящийся, пансионат «Забота». Решив делать работу совместно, Юлия взяла на себя благоустройство среды, а Александр – эскиз интерьера. Проект пансионата для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» привязан к уже строящемуся объекту в поселке Верхняя Максыковка. К сожалению, пока не встречались с заказчиками, но, скорее всего, он увидит этот проект. Если что-то ему понравится, можно будет реализовать хотя бы частично. Помимо своих интересов, выпускники опираются на востребованность работы и потенциального заказчика. Проект по благоустройству территории детского санатория «Лозом» имеет все шансы на реализацию. Ее автор, Ольга Чеплицкая, выбрала интересные и недорогие способы изменения внешнего облика уже существующих корпусов. Мы ездили в данный санаторий, то есть сказали, что мы будем делать этот проект. Никто не знал об этом, они очень поддержали эту идею, так как нуждаются в благоустройстве территории, потому что там серые корпуса, и детям не очень интересно на них наблюдать. Сделать красиво и функционально – вот главная цель выпускника-дизайнера. Всего в этом году комиссия оценила 21 дипломную работу. Защитился весь курс, а значит, с поставленной задачей справились все. Хорошо. Работа рекомендована к внедрению. Ирина Аразова, Руслан Бабкин, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. Оказалось, не все могут подключиться к университетскому Wi-Fi. Пароли и логины для выхода в интернет студентам 1 и 2 курсов никто не выдавал. Разобраться с этой проблемой решили наши первокурсники. С начала этого учебного года мы задавались вопросом, что за загадочную сеть СыКЦУ находят наши гаджеты в стенах университета и как к ней подключиться. Раньше студентам выдавали специальные карты-пропуски с индивидуальными номерами. Используя их, можно было зарегистрироваться в сети. Но студенты 1 и 2 курсов попали в эпоху УЭК, а она не предусматривает персональных логинов и паролей для выхода в интернет. И пока старшие курсы сидят в интернете совершенно безвозмездно, первокурсники разоряются на мобильном интернете. Но не все так плохо, если твой друг поступил раньше 2013 года. Какой вы курс? 2. Откуда у вас пароль? Есть пароль у вас? Ну да, но я не помню, кто-то его сказал. То есть вам кто-то сказал со старших курсов, да? Сейчас пароль для доступа в интернет можно получить лично в 512 кабинете главного корпуса. Но это не решает всей проблемы. Поэтому информационный отдел разрабатывает новую систему. Ее обещают запустить уже в марте 2015-го. По задумке за вход в сеть будет отвечать та самая УЭК. Может быть, это будет номер карты, он уникальный. Либо это может быть СНИЛС, он тоже уникальный. СНИЛС написано на карточке. Номер карты, соответственно, тоже тот, который написан, не который вшит, а который написан на карте. Все будет хорошо. Ирина Рихтер, Ксения Акимова, Руслан Бабкин, Митя Фомин, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. А на этом у нас все. С вами была Любовь Филиппова.
Пользуйтесь университетским Wi-Fi и смотрите студенческие новости.